Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В летнее время традиционно во многих учебных образовательных учреждениях формируются студенческие строительные отряды. Это не только общественно полезный труд для молодых людей, но и возможность заработать денежные средства. Гость в нашей студии Айсен Соловьев, руководитель общественной организации «Российские студенческие отряды». Айсен, здравствуйте. Здравствуйте. Как отразилась ситуация с пандемией, ковида и теперь специальная военная операция на движение студенческих отрядов? Мы такая организация, которая привыкла к таким экстремальным условиям, так сказать. И, допустим, во время ковида и сейчас, допустим, во время специальной военной операции мы, студенческие отряды, трудовая молодежь, выступаем, так сказать, помощью в сфере экономики, то есть мы замещаем тех работников, которые не смогли, во время пандемии, допустим, это иностранные граждане, которые не смогли выйти на работу по причине отсутствия въезда, ограничений, точнее, по въезду. Сейчас, допустим, у нас участники СВО выехали и оставили свои рабочие места, и вместо них ребята на некоторых позициях тоже закрывают. Тем самым студенческие отряды в любых ситуациях выступают замещением рабочей силы и всегда готовы, так сказать, поддержать экономику нашей страны Якутии. Здорово. А по каким направлениям народного хозяйства будут задействованы бойцы студотрядов? В этом году у нас очень большое количество будут трудоустроены в сфере промышленности, в сфере строительства инфраструктурных объектов, по благоустройству муниципальных образований, в сфере сельского хозяйства, в особенности на рыбообработке, рыбопереработке. Будут работать в сфере сервисного обслуживания, в сфере туризма. Вожатые в детских лагерях будут работать. И будут организованы специализированные отряды на базе образовательных организаций по сферам своего обучения. Направлений очень много. А какое самое востребованное? Сейчас востребовано, самое масштабное – это строительное направление. Там порядка 1000 бойцов будет работать. И там очень большие объемы, допустим, по промышленности. Это «Газпром», «Алмаз-Набар», «Алроса», «Якутуголь», примерно такие компании. Очень большая потребность и заинтересованность со стороны ребят на рыбообработку, то есть участие в путинных отрядах. И там высокая заработная плата за счет, когда рыбы много, и студенты всегда туда рвутся. А если, например, большое количество студентов рвутся там, где больше оплачивается рыбообработка, или промышленные какие-то предприятия, но нехватка идет в вожатых, как идет распределение вот этих трудовых мест? Нет. Тут дело такое, что не все студенты стремятся за деньгами, за заработком. Некоторых студентов интересует романтика. Допустим, сервисные отряды, которые работают в Краснодарском крае, представьте, молодые люди работают на берегу моря, допустим, смена 2 через 2 дня можно отдохнуть, покупаться просто в этом море, всю его облазать. И у вожатых тоже своя романтика, это работа с детьми, это каждый день большой такой всплеск эмоций. У каждого направления такая своя романтика. Соглашусь, да, действительно, особенно в студенческое время романтика – это неотъемлемая часть. А как осуществляется выезд за пределы Якутска, транспортировка, питание, место жительства? С каждым годом наш штаб студенческих отрядов повышает, так сказать, критерии для работодателей, условия улучшает для наших бойцов студенческих отрядов. И в большинстве случаев все обязательства по транспортировке, размещению, питанию и так далее несет работодатель сам. В некоторых ситуациях там по договоренности с бойцами идет, если, допустим, заработная плата большая, то и задействованы местные ребята, то вопрос с проживанием не решается, питанием можно не обеспечивать. Но, конечно, тут все по договоренности с самими студентами, то есть мы никого никуда не загоняем, то есть все по желанию, конечно, самого студента, и по его хотелкам, получается, мы подбираем ему такое место работы. А на какие работы привлекаются студотряды, кроме основных, и помогают ли они при возникновении на местах, например, чрезвычайных ситуаций? Да, очень большое массовое участие студенческих отрядов на ликвидации последствий весеннего половодья было в 2018 году. Там порядка 500 бойцов работало тогда на ликвидации последствий.
И в прошлом году 35 человек у нас 3 отряда в Верхоянском районе работали, помогали во время дождевого паводка. Мы очень большую работу проделали, ребята молодцы. Ну, в этом году мы формируем, конечно, такие мобильные отряды, которые будут принимать участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Ну, надеемся, что они не понадобятся. Конечно, да. Но вы перечислили очень много направлений. А сколько студентов будет охвачено этим летом работами и с какими образовательными учреждениями у вас заключен какой-то контракт или договоренность? Ну, у нас практически со всеми учебными заведениями подписано соглашение. В прошлом году глава республики Александр Сергеевич Николаев поставил нам задачу организовать 2500 студентов. Мы организовали 2512 в прошлом году. И в этом году мы поставили перед собой задачу увеличить количество и дойти до отметки 2700 бойцов. И дошли ли вы до этой отметки? Ну, сезон только-только вчера открылся. Мы в течение этого трудового семестра будем этого показателя достигать. И сколько длится трудовой семестр и когда закрывается набор? Набор сейчас ведется. Я думаю, набор даже будет вестись до конца, возможно, даже июля, потому что некоторые объемы в процессе трудового семестра в середине лета возникают некоторые объемы. И, в принципе, у нас работа длится до 31 августа в целом. Но есть некоторые работодатели, некоторые такие проекты трудовые, которые могут длиться до конца сентября, до октября. Там уже по индивидуальности, индивидуально каждому учебному заведению отрабатываем, со студентами отрабатываем, ну, если такое возникает. А есть ли какое-то распределение, например, отряд юношей и отряд девушек? Или все это вместе они работают? И могут ли девушки в промышленные направления пойти? Да, теоретически они могут там работать. Но тут все зависит от потребностей самого работодателя. Допустим, большинство работодателей больше нуждаются, конечно же, в парнях, потому что в большинстве случаев преобладает грубая мужская сила в сфере строительства, допустим. А у некоторых, таких критериев нету, то есть, допустим, вожатыми могут быть и смешанные, могут быть и женские отряды, в сервисе тоже такое. Просто у нас на данный момент такая ситуация, то, что у нас мало предложений для девушек, и с этим мы вот каждый год работаем, допустим, вот начали развивать вот эти вот педагогические отряды, сервисные отряды у нас появились, где как раз-таки можно как-то вот потребность среди женской половины закрывать. Ну, и сейчас вот занимаемся трудовыми отрядами подростков. Нам тоже, в принципе, тоже можно всех привлекать. А если с каждым годом вы на этот вопрос обращаете внимание, виден какой-то прогресс среди женских отрядов? Ну, прям такого большого колоссального нету, то есть еще потихонечку идет. Если у нас прям, очень хорошо пойдет договоренность, допустим, по озеленению, допустим, там города Якутска и так далее, то, я думаю, большие объемы для девушек у нас будут. А какие в целом у вас требования к студентам при поступлении в отряд? Главное желание работать. Работать, трудиться и, конечно, работать в коллективе. Понятно то, что в студенческом отряде не просто так ребята вступают, не просто так там повеселиться, потусить, а, конечно, в первую очередь для нас это работа, доказать свой профессионализм перед работодателями и чтобы в конце трудового семестра все уже были с заработной платой, работодатель был доволен, родители ребят были довольны, и сам, конечно, студент тоже был доволен. Но мы все с вами разговариваем про студентов. Вы как-то обмолвились и про школьников. Есть какой-то подростковый отряд? Да, мы в прошлом году открыли для себя новое направление — трудовые отряды подростков, которые как раз направлены на несовершеннолетних школьников от 14 до 17 лет. В прошлом году мы трудоустроили 40 школьников, и в этом году мы планируем увеличить количество до 150, возможно, даже до 200. И осенью повысить это количество до 600 школьников. Ну, а как раз с подростковым отрядом там как идет набор? Открыт ли он уже? Да, мы 1 июня на 2 площадках проводили набор, то есть очень много желающих среди школьников есть, и исследования в ЦИОМ показали то, что очень много школьников хотят работать в неучебное время. И в ближайшее время мы начнем все это раскидывать, и картинка более-менее сложится. Сейчас мы, получается, ждем решения по финансированию и так далее. И
ребята летом уже приступят к своим работам. Они будут работать в качестве дворовых вожатых, будут работать с документацией. Хотим их также привлечь к созданию арт-объектов. В качестве художников они будут работать. Все очень интересное тоже направление даже для подросткового отряда. А со скольки до скольки подростки лет? С 14 до 17, но на данный момент мы рассматриваем только школьников 16 до 17. Так, ну, вообще мы разговариваем уже про направление очень много, но всех, я думаю, интересует вопрос заработной платы. Сколько в среднем можно заработать, ну, давайте за лето? Ну, по итогам прошлого года студент мог заработать в среднем 40 тысяч, порядка 40 тысяч рублей. И тут все, конечно, зависит от направления и вида договоренности. Допустим, на строительстве можно, ну, в сфере строительных отрядов можно зарабатывать, допустим, от 35 до 70-80 тысяч. Если, допустим, договоренность может быть сдельная, может быть там какая-то фиксированная сумма. На рыбообработке, допустим, за месяц и 3 недели один отряд 2 года назад заработал 215 тысяч рублей. В месяц? За месяц и 3 недели. За месяц и 3 недели. Угу. Вот такой вот рекорд был установлен, допустим. Ну, а в других сферах, допустим, ну, заработная плата может быть ниже, но, как я уже говорил, там своя романтика. А можно, например, в первый месяц пойти вожатым, во второй месяц на рыбообработку и в третий еще поменять? Или контракт заключается на все лето? Если по срокам все там у студента получается, то да, в принципе, это возможно сделать. Ну и расскажите нам вкратце об успехах студенческих отрядов в Якутии. Ну, сложно перечислить. Допустим, ну, у нас есть скульптурная композиция, у нас есть свой закон республиканский о поддержке деятельности студенческих отрядов. Мы в какой-то год входили в десятку лучших региональных отделений по России. В прошлом году практика трудоустройства студенческих отрядов в сфере благоустройства муниципальных образований стала одной из лучших по России. И, ну, в принципе, если так перечислять, очень много, но с каждым годом у нас цели все амбициознее, все масштабнее, и есть куда расти, есть куда развиваться. А в этом году какая основная у вас цель поставлена на лето? Сейчас, ну, количество 2700, и поставили задачу войти и закрепиться в десятке лучших региональных отделений по России. И, конечно же, основной нашей задачей является немного так поменять отношение населения к студенческим отрядам, то есть расширить или больше рассказать о деятельности студенческих отрядов. Наша главная задача, наверное, на сегодняшний день будет это. И, ну, в целях там, в планах также, конечно, там есть некоторые проекты, там, создание фильма о студенческих отрядах, арт-объектов, и, в принципе, много. Ну, надеюсь, будем удивлять. Конечно, вы нас очень удивите. Как минимум маленький шаг о просвещении жителей республики, о деятельности студенческих отрядов уже сегодня был сделан. Айсан, спасибо вам большое, что вы пришли, рассказали. Уверена, встретимся с вами осенью, и вы поделитесь уже результатами и достигнутыми целями. Спасибо вам. Спасибо. Напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.